Доброго дня вам, я Мурат бин Муслим и вы на канале Курдское просвещение. Сегодня обзор книги «Хорасанский Курманджи». И как всегда в начале пару слов об авторе. Доктор филологических наук Исаак Иосифович Цукерман родился по одним данным 26 апреля, по другим данным 9 мая 1909 года в городе Минск в семье учителя. Отец умер в 1945 году в эвакуации в Сибири. Мать погибла, пропала без вести в оккупационном немцами Минске в 1941 году. Вместе с ней погиб ее 7-летний внук Саша, сын Исаака Иосифовича от первой жены Лидии, которая скончалась после рождения ребенка. В 1925 году Исаак Иосифович окончил 7-летнюю школу в Минске. Несколько лет работал в металлообрабатывающей мастерской. В 1929 году приехал в Ленинград и до 1931 года работал токарем на заводе «Красный металлист». Осенью 1931 года поступил на английское отделение Ленинградского историко-лингвистического института. Поскольку занятия на английском отделении начинались зимой, нового студента временно направили на курдское отделение. Это и определило дальнейшую судьбу ученого-лингвиста. Здесь он знакомится с курдскими студентами и учится у них курдскому языку. Среди них был и Канат Курдоев, позже ставший курдским ученым. А преподавателями Исаака Иосифовича становятся такие ученые, как Иосиф Абгарович Арбелли, Лев Владимирович Щерба и сам Араб Шамилов. Более подробную информацию о жизни ученого-лингвиста я оставлю в описании, друзья. А теперь о книге. В этих трудах всесторонне исследуется хорасанский курманджи, говор курдов Хорасана в Иране и курдов Туркмении, относящийся к северному диалекту курдского языка. Приводятся новые данные по фонетике и грамматике. Значительную ценность представляют тексты, которые, отразив вариативность языковых единиц, позволили автору выявить диахронический лимит системы и сделать предположение о возможных структурных изменениях хорасанского курманджи. Сама книга была выпущена издательством «Наука» в 1986 году в городе Москва. А завершить этот выпуск я бы хотел словами Исаака Иосифовича. Он сказал: «Если бы у меня была еще одна жизнь, я бы потратил ее на изучение курдских песен. Курдология стала делом всей его жизни. Много трудов он нам оставил. Нам же остается всего лишь взять и изучать». До встречи!